Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О самом главном сегодня в ближайшие 20 минут. Владимир Путин сегодня провел традиционную большую пресс-конференцию. На встречу с президентом России аккредитовались более 500 журналистов из России и зарубежья. За 3 часа 56 минут глава государства ответил на 55 вопросов. Одной из основных тем стал коронавирус и меры по борьбе с пандемией. Как президент России оценил действия региональных властей, что сказал о Казани и какой вопрос поступил из Татарстана. О главных тезисах пресс-конференции расскажет Дмитрий Аренин. Весь мир вел борьбу с коронавирусной инфекцией. Продолжается эта борьба. Вот мы знаем и о опасностях распространения омикрона, нового штамма. Пандемия уже второй год остается темой номер один. Как рассказал Владимир Путин, на сегодня в России уровень коллективного иммунитета приблизился к 60%. Нужный показатель 80% должен быть достигнут в начале следующего года. Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужного результата. Но другие способы, они контрпродуктивны. Значит, по поводу того, что надо ли там, усиливать ответственность и так далее, вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. Ну и чего толку? Владимир Путин оценил принятые в регионах меры по борьбе с инфекцией. Введенные ограничения себя оправдали. Разная эпидемиологическая ситуация складывалась из-за огромности территорий нашей в регионах. Повторяю, так же, как в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно. Не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения. Журналисты спрашивали, как пандемия повлияла на экономику. Президент ответил: Россия оказалась более мобилизованной и готовой к шоку, чем другие страны. Наш валовой продукт вырастет более чем на 4%. Хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели, 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Также Владимир Путин рассказал, в России будет продлена программа по переселению из аварийного жилья. Президент сказал о необходимости оказать помощь тем людям, которые взяли в ипотеку жилье, уже являющееся аварийным. Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают. Продолжая жилищную тему, поступил вопрос из Татарстана. Будет ли федеральная помощь многодетным семьям, которые получили участки для строительства жилья? Зачастую в этих местах нет инфраструктуры. В Татарстане это Сакуры, Каймары и Подсолнухи в Тукаевском районе. Армия многодетных – это огромная часть общества. Мы о них рассказываем, о них постоянно пишем, они эти проблемы поднимают практически каждый день. Они говорят о том, что вы выделяете участки, государство дает, но, к сожалению, не развивается. Да, я понимаю. Вот эти 500 миллиардов, которые выделили сейчас на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 в рамках национальных проектов, плюс еще из ФНБ, вот их нужно так настроить, чтобы они не просто так деньги осваивали, а чтобы решали комплексные задачи, в том числе и поддержки многодетных семей. Также Владимир Путин упомянул столицу республики, отметив, что скоростная трасса Москва-Казань – один из приоритетных проектов в стране. Отвечая на вопрос, какой город вы выбрали бы для жизни, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Я подумал о Петербурге, прежде всего, как о моем родном городе. У нас на юге очень хорошо развивается. Краснодар, посмотрите, как развивается. Прибрежная зона, как развивается. Крым. Вот мы сейчас... Опять возвращаясь к инфраструктуре, говорим о развитии восточного полигона, но не только, а вот, скажем, Москва, Казань, потом дальше туда до Тюмени мы, в принципе, предполагаем дотянуться, потом закольцевать эту дорогу. Все это дает возможность людям чувствовать себя в такой благоприятной среде доступности
Будущий год в России объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны. Отвечая на вопрос из Мариэл, Владимир Путин отметил, для нашей страны это имеет большое значение. Мариэл и другие республики, близлежащие расположенные, они уникальны по-своему. Всегда возникает желание все это поддержать. Вы знаете, я для себя пометил, и вот то, что можно будет сделать дополнительно, мы постараемся сделать. Спасибо вам за то, что вы этот вопрос поставили. Это очень важно. Для нашей многообразной, многонациональной страны это чрезвычайно важно поддерживать языки и культуру, самобытную культуру народов России. Традиционно на пресс-конференции были и забавные вопросы. Так один юрист подал иск на Деда Мороза за то, что тот не выполняет его желания. Владимир Путин готов стать адвокатом новогоднего волшебника. И напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты. Как подытожил Владимир Путин, оптимизм и счастье в 2022 году ему может придать работа и реализация намеченных планов страны. Дмитрий Аринин, ТНВ, Москва. По ключевым темам пресс-конференции Владимира Путина свое мнение высказали эксперты. Давайте послушаем их. Важно, что регионам дали возможность действовать отчасти самостоятельно, управлять мерами, которые необходимы для борьбы с коронавирусом в регионах и для сдерживания распространения коронавируса. И это дало свои результаты, потому что надо действовать на опережение, надо действовать с учетом специфики регионов, а страна у нас большая. Именно поэтому Владимир Путин и отметил, что регионы, которые смогли справиться с проблемой и действовать, исходя из тех условий, в которых они находились, эти регионы успешно, так же как и Татарстан, успешно проходят пандемию. У населения пока низкая приверженность к вакцинации. То есть и, соответственно, какие-то есть страхи и опасения, а может быть такое, отношение к своему здоровью, которое, не выдержит никакой критики. То есть население по принципу того, что меня это не тронет. И мы прилагаем усилия, проводим информационную, разъяснительную работу о том, что провакцинироваться должен каждый практически. Когда начиналась программа обеспечения землей многодетных семей, мы с вами должны понимать, что в республике, например, их количество было кратно меньше. И, безусловно, конечно, когда мы входили в эту программу, это проблема из самого наличия земель так остро не стояла, может быть. И мы, может быть, не понимали, насколько важна инфраструктура. Ведь прежде всего, там, где живет многодетная семья, там и дети должны ходить в детский сад. Значит, должна быть соответствующая образовательная организация. Только с 2015 года в республике число многодетных семей с 25 тысяч выросло почти что до 40 500. Качество городской среды – это основной приоритет, который сейчас ставится президентом, мэром города. Вы видите постоянные изменения в части городской среды. Про парки и скверы говорить не приходится, люди говорят за нас. У нас реализуется масштабная программа по дворовым территориям, когда качество городской среды уже максимально близко каждому жителю. И основной приоритет, на самом деле, качество жителей Татарстана. В декабре этого года мы передали исполкому города Казани 206 квартир в соципотечных домах в жилом районе Салават-Купре. Горожане получают жилье за счет государства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Квартиры передаются им полностью готовыми для проживания. На большой пресс-конференции президента Татарстан представляли 5 журналистов, в том числе и наш корреспондент и ведущая новостей Татарстана Лина Зинатуллина. Своими впечатлениями она поделилась по телефону. Конечно, великий. Вообще впечатлений, конечно, хоть отбавляй. Во-первых, нигде не встретишь такой концентрации журналистов. Я впервые на пресс-конференции президента, поэтому не могу сравнить с допандемийными конференциями, но ощущение создалось, что вот это сокращение количества журналистов до 500 человек вообще никак не снизило градус динамики и насыщенности, потому что все тянули руки, все приготовили плакаты. Мне, к сожалению, свой вопрос именно поэтому не удалось задать. Что касается самих вопросов, которые журналисты задавали, это действительно такой, наверное, срез проблем по стране.
Муниципальные власти не дорабатывают в части вакцинации пожилого населения. Об этом заявил сегодня президент Рустам Минниханов на съезде Ассоциации Совет муниципальных образований республики. На муниципалитетах особая ответственность – обеспечение соблюдения ограничений организации вакцинации. Главы поделились и своими проблемами. Большинство из них одинаковые для всех. Вероника Гайнудинова продолжит тему. Убирать дороги в районах станет проще. 69 машин для коммунальщиков сегодня отправились в районы. В преддверии снежной зимы подарок от президента как нельзя кстати. Для кого Новый год отдых, для наших муниципалитетов это двойная нагрузка. Обеспечить дороги, обеспечить чистоту, тепло, газ, электроэнергию. И, конечно же, вот эта техника уже в этот Новый год будет помогать нам решать те задачи, которые возникают. Погрузочно-уборочные машины, мини-погрузчики и автогрейдеры. В ближайшее время районы получат еще 86 машин. Коммунальная техника, особенно такая современная, она очень востребована, очень нужна. Если говорить о нашем районе, об Игульминском, мы на самом деле район, который наиболее подвержен снегопадам, мобильным осадкам. Поэтому, конечно, для нас это большое подспорье. Вручение машин стало традицией в преддверии съезда Совета муниципальных образований. На развитие территорий по федеральным и республиканским программам направлено 96 миллиардов рублей. Это строительство и ремонт школ, детсадов, дорог, поликлиник, объектов спорта и культуры. Лидеры в комплексном развитии – Сабинский, Кукмарский, Буинский, Пестричинский и Апастовский районы. Но сейчас главной задачей органов власти всех уровней – снижение заболеваемости и возвращение к нормальной жизни. Однако муниципалитеты не дорабатывают по вакцинации пожилых. На местной власти особая ответственность. Во-первых, строгое соблюдение ограничений. Мы каждый раз проверки проводим, достаточно халатно в некоторых местах к этому относятся. Организация вакцинации населения, формирование коллективного иммунитета. Но другого пути нет, кроме вакцинации. Следующий год цифровизации требует серьезной работы и финансовых вложений, говорит президент. Муниципалитеты получают компьютеры на 110 миллионов рублей. Теперь остается вопрос кадров, оперативного реагирования со стороны местного самоуправления требует работа с обращениями граждан, заявил Рустам Минниханов. В этом году информационной системой инцидент-менеджмент выявлено более 55 тысяч обращений. В народном контроле 80 тысяч. Больше всего жалоб от жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Елабужского и Альметьевского районов. Самые проблемные вопросы граждан – благоустройство, ЖКХ, дорожное хозяйство, социальное обслуживание и общественный транспорт. За последние 5 лет только по Альметьевскому видим цифру, она аналогична для всех коллег. Пассажиропоток упал примерно в 2 раза. Конечно, перевозчики столкнулись с серьезными убытками. Их невозможно компенсировать полностью из нашего местного бюджета. Также для сохранения городской маршрутной сети прошу вас, уважаемый Рустам Галеевич, рассмотреть возможность включения статьи расходов транспортной услуги в бюджеты наших городов, районов. Общественный транспорт – это качество жизни граждан, отмечает президент. И здесь не только денежные вопросы, но и организационные. Проблемы, которые озвучены, надо системно сесть и посмотреть. Там без системных решений, наверное, быстро навести. Надо, во-первых, порядок и поставить людей, которые прозрачно и эффективно работают и заинтересованы. Там не только денежные вопросы, там и организационные вопросы есть. Во многих районах есть проблемы с водоснабжением. У нас остаются глобальные проблемы водоснабжения в районе, не только в селах и в городе Кукмар. Вот мы за счет этого, из-за этого приняли решение сделать проект, заявиться на федеральный центр с 7 поселениями. Конечно, у нас есть самообложение, которое у нас, население нашего района очень активно участвует. За счет этого только у нас в 6 поселениях сделали проекты на водоснабжение, общая сумма более 200 миллионов. Татарстанцы в этом году собрали 300 миллионов рублей по программе самообложения. Республика выделила еще 1 200 000 000 рублей. Экзам Губайдуллин остановился и на новом законопроекте, меняющем систему организации самоуправления. Ассоциация видит в нем упразднение сельского поселения как первичного звена. При внесении изменений в законодательство следует предусмотреть меры
гарантирующая доступность власти для населения. Не стоит забывать, что власть тогда эффективна, когда она близка к народу. Совет муниципальных образований планирует участвовать в обсуждении нового закона совместно с депутатами Госсовета и Госдумы. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На съезде ассоциации работала мультимедийная фотовыставка о реализации национальных проектов в Татарстане. В этом году в конкурсе приняли участие 1500 жителей. Большинство – дети и молодежь. Присланные творческие работы – это то, как татарстанцы видят национальные проекты в действии. Самая главная задача – вовлечь в процесс реализации национальных проектов населения. Именно приземлять проекты и показывать, насколько они меняют жизнь наших татарстанцев к лучшему. Президент Рустам Минниханов принял участие в открытии мемориальной доски бывшему прокурору республики Сайфихану Нафиеву. В этой должности он проработал с 1992 по 2000 годы. После занял пост председателя Конституционного суда Татарстана. Тогда его кандидатуру рекомендовал первый президент республики Ментимир Шаймиев. За свое служение народу и букве закона Сайфихан Нафиев был удостоен званий «Заслуженный юрист России» и ТАССР. Сегодня изготовленную из мрамора доску памяти установили в самом центре Казани, на фасаде здания Конституционного суда Татарстана. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В Татарстане не хватает журналистов, владеющих татарским языком. Газеты и журналы не доходят до подписчиков вовремя. Закрываются отделения связи. Эти актуальные вопросы представители татароязычных СМИ обсудили на встрече с руководителем аппарата президента Татарстана Асгатом Сафаровым. Здесь редакторы как государственных, так и частных медиа. В Институте филологии и межкультурных связей КФУ 2 года назад начали обучать татароязычных журналистов. В высшей школе журналистики КФУ имеется лишь 7 бюджетных мест. Канал ТНВ, объявив специальный грант, уже 2 года обучает татарских журналистов. Тем самым решает кадровый вопрос самостоятельно. Я имел возможность сегодня на встрече с татароязычными нашими журналистами и писателями пообщаться и поблагодарить их и за их работу во время переписи, во время проведения выборов и вообще поддержку тех проектов, которые определены руководством республики. «Единая Россия» должна активнее принимать обращения граждан из районов. На заседании регионального политсовета партии сегодня подвели итоги года. Фарид Мухаммедшин призвал усилить работу в Лениногорском, Заинском, Нижнекамском отделениях. Для этого есть все условия, отметил спикер парламента. Для нас важно каждое обращение, отметил он и напомнил, в отделениях всегда должен быть график приема населения. Все обращения зарегистрированы в журнале. С объявлением заранее о том, что завтра секретарь регионального отделения Лениногорска, Бугульмы, Тамазнакаева, Альметьевска будет принимать граждан. Значит, чтобы журнал был, регистрация была, записи там были. Такие-то, такие-то люди были приняты, обращались с такими-то вопросами, взято на контроль, и что там делается. Сегодня днем в окно маленьким пациентам ДРКБ постучался настоящий Дед Мороз. С собой, как водится, он принес подарки. Зимний волшебник с помощью тросов спустился с крыши и пообщался с детьми. Благотворительную акцию организовали добровольцы студенческого корпуса спасателей. Зимний волшебник оказался профессиональным спасателем. С помощью тросов он спускается по стене и заглядывает в окно. Его уже ждут маленькие пациенты и их мамы. Такого новогоднего поздравления здесь еще не видели. Дед Мороз приветствует детей на 3-м и 4-м этажах Центра детской онкологии и благополучно спускается вниз. Нужно поспешить отвезти подарки. То есть принесли им тот именно самый момент новогодний, когда они все ждут Деда Мороза. Для них это праздник, подарки, счастье. Для добровольцев студенческого корпуса спасателей это первый опыт. Есть снаряжение и соответствующие навыки. Почему бы не удивить ребят неожиданным визитом? Так и родилась идея новогоднего сюрприза. И для детишек было неожиданно то, что Дед Мороз тоже спустился с небес. Дед Мороз и всем очень понравился. Сказали, какой красивый Дед Мороз. То есть те впечатления, которые, когда я находилась рядом с детишками, слезы наворачиваются на глаза о том, что... Потому что дети маленькие, они как раз в том возрасте, когда они очень верят в Дедушку Мороза. Дед Мороз везет детям в ДРКБ 60 подарков. Это тебе на Новый год. Спасибо. Будь послушной, слушайте родителей, хорошо учись. У маленькой Чулпан двойной праздник. Она первой получила подарок, но главное, сегодня день выписки. После долгого лечения она едет домой.
Несмотря на совсем юный возраст, она знает, что в жизни самое важное. А что бы ты хотела пожелать вот всем людям в Новый год? Скорее всего, выздоровление детям, которые лежат в больнице, и много-много подарков. Тагир Валиди, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Таковы главные новости к этой минуте. Всего вам доброго. До встречи. Диабетики, внимание! Для вас глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и иглы. Бесплатный обмен неисправных глюкометров. Магазин Диабетика. Улица Седова, 9, 259 19 91. АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 8602. С 20 по 30 декабря в аптеках «Фармленд» новогодние скидки 20% на косметику и товары для здоровья. Успейте купить подарки своим близким. Светлая долина. Старт продаж новых домов. Забронируйте квартиру на сайте akbarsdom.ru и по телефону в Казани 212 26 76. Казанский цирк поздравляет всех с Новым годом и с 17 декабря приглашает на программу «Новогодний цирк Деда Мороза». С 14 по 25 декабря на втором этаже ДК «Химиков» распродажа индийских товаров. Центр проктологии «Алан Клиник». Лечение геморроя без операции. Нам доверилось более 200 тысяч пациентов. 555 1 555. Новогодняя распродажа в Белке. Только до 30 декабря. Скидки на все шубы из норки, мутона, других мехов и на шубки Тедди до 50%. Белка. Татарстан 7. Здравствуйте! В Татарстан пришли настоящие зимние морозы, но в предстоящие сутки ветер сменит направление на южный, температура начнет повышаться. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Вавлах, Азнакаево прояснится, вероятность осадков небольшая, холодно, около 22 градусов ниже нуля. Мороз и солнце, день чудесный, знакомые всем строчки как нельзя лучше подходят к ожидаемой погоде. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге дневная температура минус 18, не исключены небольшие осадки. Малооблачно будет в Агрызе, Менделеевске, Актаныше, ночная температура минус 27, а днем потеплеет до 18 ниже нуля. В Арске, в Кукмаре, Балтасе температура также повысится. Днем минус 15. Синоптики обещают небольшой снег. В Болгаре, Држаном, Буинске небольшой снег украсит зимний пейзаж. Да и солнце иногда будет появляться из-за туч, потеплеет минус 13. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше температура также станет выше. Облачность рассеется. Одевайтесь теплее, берегите себя. В субботу станет еще теплее. Вместе с этим в республику придут снегопады, метели и порывистый ветер. Суровая зима продолжает преподносить сюрпризы, но тем не менее у зимы тоже есть свои прелести. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание и оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. В аптеках Фармленд с 20 по 30 декабря 2021 года скидка 20%. О погоде в столице. В Казани ожидается малооблачная погода. Возможен небольшой снег. Ночью минус 24, а днем температура повысится до минус 15. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 78%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и до свидания.